Салам алейкум, друзья, всем привет, с вами я, Абдулгафур Хусайнов, и вы на канале Дружба народов. Да, кстати, сразу покажу, ребят, вчера мне Джонни подарил вот такую прекрасную книгу, очень понравилось, по дороге читал, спасибо огромное, Джонни. Ребята, мы договорились с Шахзодом, то, что встретимся в 9 часов, время уже 9:30, мы еще не встретились. Где-то во дворах сейчас он припаркован, иду к ним. В общем, смотрите, ребят, я вчера не стал сразу говорить Шахзоду, то, что не надо пораньше и так далее, чтобы он там ничего плохого не думал. Сейчас в процессе ролика на видео расскажу и подскажу все крутые лайфхаки именно в работе на доставке, так как в прошлом году я 3 месяца работал. Есть о чем вам рассказывать, как бы. Обязательно досмотрите видео до конца, не пропускайте самые бомбовые моменты. Вот он, Шахзод. Шахзод же, да? Шахзод. Шахзод. Вот это как называется? Это Портер же, да? GBC. GBC? Брат Портера, да? Ну, брат Портера. Почему ты поздно выезжаешь на работу? Время уже 9 часов мини на линии. А я думал, может, в 9 начинается заказ. Ты всегда так выезжаешь, да? Да. Ребята, это плохо. Сейчас в процессе съемки расскажу все плюсы и минусы. Поверьте, ребят, если вы утром пораньше выйдете на работу, да, как бы, даже можно, знаешь, как сделать? Ты же просыпаешься, пока позавтракаешь, ты можешь выходить на линии, и в это время тебе прилетит заказ. Ты можешь дома подождать просто. Я не знаю, как бы, ты в этом районе живешь? Не, я на Лермонтовском, в Люберсе живу, а машину ставлю на Шупинском. А почему? Там же заказов очень А мало. ты же можешь, в принципе, с Люберца сюда как ты едешь? В метро спускаюсь. в Ты метро. серьезно? Да, еду час почти до сюда. А почему ты, типа, бензин экономишь или что, не могу понять? Не, в пробку, чтобы не попасть. А в какую то пробку тебе надо? Полтора часа с утра придется ехать. Это и есть твой огромный плюс. В смысле, брат, ты живешь в Люберцах, машину оставляешь здесь, в Москве, и ты на метро едешь сюда. А ты понимаешь, что есть вероятность того, что ты каждое утро можешь получать заказы с Люберца в Москву, чтобы ты впустую не ехал? Ты попробуй хотя бы неделю так Я поработать. попробовал, ну неделю-то не попробовал. Не надо 1-2 дня, брат. 2 дня каждый попробовал, день. посмотрю, вообще заказов не падает оттуда. Каждый день шашлык тоже не бывает, брат. Ну, нужно потерпеть же. Ну да. Что скажешь, сегодня выйдем? Ты уже вышел на линию? Ничего. А кого ждем? Брат. Не-не-не, давай, брат. Давай. Нужно уже выходить на линии. У тебя указан же это, да, как называется, 2 грузчика. Ребят, вот она Яндекс. А у тебя есть корона или как там сейчас приоритет за наклейки есть, да, тоже? Или нет? Да, есть. Отлично. Сейчас у меня 12. Это уже хорошо, ребята. Давайте, Шахзод, коротко, давай сначала про машину. Твоя же, да, машина? Какого года? 15-го. 15. За сколько взял, если не секрет? Ну, год назад за 550. Год назад за 550 2015 года. Четко. А что скажешь про него вообще? Хорошее, нехорошее? Хорошая. Отлично. Сейчас. Ну, как я понял, ребят, тут стандартная 4,20, да? 4,20, 2 на 2. 2 на 2. Это просто нереально прекрасно, потому что, ребят, в среднем холодильнике, высота у холодильника 180-190. То есть у него больше шансов, чтобы почаще брать заказы именно в холодильнике, да, как бы я раньше работал, знаю. Правильно же? А у тебя крепление есть внутри, да? Ты можешь покрепить там веревки, если холодильник. Нету пока. Нет пока. Это плохо. А у тебя стрейчи есть, там скотч есть, пленка и вот это пузырь, как это называется на русском, забыл. Ничего нету. И ты работаешь. Это тоже плохо, ребят. Не, еще у меня таких заказов не падало же. А если будет падать, что будешь делать? Будешь бегать по Леруа Мерлину? Нет же, брат. Ты же должен готовиться к этому. У тебя всегда должен быть. Если ты хочешь, чтобы у тебя было больше клиентов своих, да, как бы тебе нужно вот так вот красиво и четко готовиться к этому. Готовлюсь. Ты на линии уже? Ну да. Давай покажем. Как вы видите, Шахзод уже на линии. Сразу покажу, ребят, кто не в курсе. Брендинг уже за наклейку у него +3. Платина за то, что он уже давно работает. Так, он у меня как? О, четко. И рейтинг выше 4,95. Молодец. Так, Я вообще-то должен быть 14
Я не в курсе был, что на 2000 надо заправляться. А, заправка, еще заправку если сделает. И поверьте, ребята, это очень хороший приоритет дает. Вот, кстати, его брат подходит. Спортсмен, скорее всего, да? Выступает где-нибудь? О, Да. нет еще. Брат, как ты? Всё Нормально. хорошо? Yaxshimisiz? Ты? Все равно. Узбекша канка была, да? Чуть-чуть знаю узбекский. Пойдем. А что вы это так поздно выходите на работу? Как тебя зовут, брат? Сухров. Сухров, да? Я Абдулафор, брат. Мы только познакомились, брат. приятно. Салам дай, братьям. Салам алейкум всем. Таджикский знаешь? Нет. Только узбекский? Да. А английский? Ну, не знаю. Что, друзья, с первым заказом у нас Рублевское шоссе 151 до деревни Пустого, двумя дрочками. Да, Суру? Салам алейкум всем. Готов? Да, готов. Готов подраться. Готов подраться, да? Скоро. С клиентами? Нет. Так, ребят, сразу скажу вам, смотрите, тут в чате пассажир прислал нам номер. Вот, что хочу сказать, то, что когда вы работаете в такси, в доставке, неважно, именно в Яндексе, когда вам пишут в чате адрес или номер телефона, сразу сделайте скриншот, потому что после того, как вы подъезжаете к месту, вы нажмете кнопку, то, что вы уже на месте, после этого уже переписка автоматически исчезает. Правильно, Шазо? Правильно. Что нужно сделать? Чтобы номер сохранить? Да. Скриншот. Скриншот, ну, чтобы сразу четко сориентироваться, это будет лучше. Мы уже подъезжаем. Скорее всего, нужно будет пропуск сделать. Или без пропуска. Там же нету этого шлагбаума. Поехали. Все поместится, да? Значит, 2 метра. Это наш первый заказ, ребят. Похож на медийный цех. Друзья, вот сумма нашего первого заказа 4677 рублей. Это за 33 километра, где-то полчаса ехать. Не вовремя достали камеру, но ничего страшного, подъезжаем. Плюс еще, если будет во время выгрузки, если будет еще платное ожидание, то, естественно, сумма увеличивается. Так, пока не сняли комиссию, я думаю, то, что 3500 рублей остается, а где-то 1000 рублей Яндекс берет комиссию. Сейчас отсюда мы также посмотрим комиссию его парка. Да. А где комиссию не показывают? Раньше же показывали. Сейчас не показывают, да? Друзья, время уже 2 часа 11 минут уже третьего. Вот. Ну, час минусуем на обед. Только приехали, покушали, так скажем, алхамдулилля, наелись. Шазот нас угостил, накормил. Джазакаллаху хайран, ахи. Спасибо. Вот. Что скажешь, Сурок? Ничего пока. Пока ничего. В общем, ждем, ребят. Смотрите, у нас был один заказ только на... Так, Псковская, там, что за район было, деревня, мы ехали. Заказ был на сумму 5694 рубля. Я почему-то сейчас не вижу комиссии парка. А, хотя нет, вот. Яндекс 24%, а таксопарк 3%. Заказ был на сумму 5700, Яндекс взял 1543. Остается 4000, и плюс дополнительно еще оплатили за то, что подняли доски на 4-й этаж, плюс еще крыша, да? Получается 5-е. Вот, заработали 6000, а потраченный пробег 70. 35 километров в одну сторону было, Да. и мы впустую приехали в сторону Да, Молодежная. 70. Правильно? Правильно. Вот, а пока в ожидании ждем заказ. И самое главное, ребят, ловите небольшой лайфхак. Кто работает, неважно, в Яндексе, ну, в смысле, в такси, доставка, грузоперевозки и так далее. Постарайтесь, как бы, не жалейте там 5-10 тысяч рублей, обязательно покупайте хороший телефон, хороший смартфон, чисто для работы, отдельно для Яндекса. То есть для навигатора, таксометра, чтобы отдельная сим-карта там была. Потому что, приведем пример, если сейчас вот на телефоне Шахзода одновременно прилетит заказ и звонок, то, естественно, мы пропустим уже этот заказ. Правильно?
Правильно. Также во время, допустим, езды, то есть мы едем по навигатору, и в это время, если кто-то позвонит, то, естественно, мы отвлекемся, или как там правильно будет, отвлекаемся от дороги, мы можем пропустить поворот, мы не можем ответить конкретно этому человеку, и не дай Аллах, как говорится, это может также произвести аварию и так далее. Поэтому постарайтесь, не жалейте деньги, купите отдельный телефон. Вот. А самое главное, ребят, это выходите на работу обязательно с утра. То есть в 6 утра. В 7. Ну, в 6, ладно, это, но в 7 вы должны быть уже на линии, ребят. Вот после утреннего намаза, сейчас, конечно, время уже, ну, утренний намаз, летом уже время вообще в 3. Вот. А вообще зимой, ну, мы так делали. Просто утром почитали намаз и сразу выходили на линии и, естественно, получали заказы. Если вы выходите в 7 утра, не так как сегодня мы вышли, допустим, в 9, мы договорились с Шахзодом, я задержался, Шахзод задержался, ну, мы как бы попались, кстати, ровно, да, вообще, в 9:30 мы встретились. За это время мы спокойно, как минимум, могли бы один заказ выполнить. Я не знаю, как бы без грузчиков, с грузчиком, но мы по-любому сделали бы. Иншаллах, Шахзод обещает то, что с этого дня, точнее, с завтрашнего дня, да, неделю поработаешь, пораньше нужно будет выходить. Даже не обязательно выходить, если вы дома, допустим, вот просто выходите на линии и ждете заказ. Если будет заказ, то сразу спускаетесь и как бы поехали. Но просто если у вас машина в Москве, сами в Питере живете, ну так не получится. Как у Шахзода. Да, бывает такое. Что, исправим ситуацию? Надо исправить. Ну, нужно исправиться, ребят, потому что как бы, ну как так-то у тебя, ты на метро с Люберти едешь сюда, забираешь час машину, где-то еду. брат, ну как так? 1,5 Нет. часа туда и обратно. Так уже не 3 будет. часа. Вот и, ребят, прилетел нам второй заказ. Смотрите, как выглядит. А, нет, тут уже нету описания. Большой кузов без грузчиков было. Правильно? Правильно. Вот. И Арсколы будем рекламировать, ребят. Кто соскучился вообще, кстати, по Арсколы? Это же таджикская, да, или Да, узбекская? таджикская. Да? Да. Производство, 5 минут осталось. Едем на второй заказ, ребят. Точнее, уже привезли. Да, Шад? Да. Ребят, мы на Южнопортовой. Кто не знал, метро Кожуховская. Здесь продаются все виды автозапчасти на любые автомобили. Вот. Второй заказ. Уже час пути. Крылатская до Южнопортовой. 3000 рублей, ребят. Это без услуги грузчиков. Большой кузов? Большой, да? Мы в ожидании третьего заказа, ребят. Приехали, сейчас, что за улица? Крестьянская застава, ну, неподалеку от Дубровки, скорее всего. Нам прилетел еще один заказ, третий, это в сторону Долгопрудной, также без грузчиков, но его сразу же отменили, походу, передумали, да, скорее всего. Вот, сейчас мы, ну, что у нас получается, 2 заказа, с 11, да, где-то мы начали работать? Да. Точнее, с 10. С 10. С 10 и плюс-минус там час обед. Вот. Смотрите, ребят, я уверен, что если бы мы выехали утром пораньше, да, там в 7, то по-любому на 1 или 2 заказа было бы больше. Но ничего. Так как Шахзод работает каждый день где-то с 9, с 10, да, ну, примерно так работает. И в среднем, сколько ты так зарабатываешь? Давай, пока вот мы ждем заказы, лучше расскажем ребятам. Чистыми нам остается с 10 до 12 тысяч рублей. 10-12 на двоих. Да, да. Да, ну по 6 тысяч, по 5, ну, грубо говоря. Средний, да. Вот, и это, ребят, я вам так скажу, то, что нужно просто еще красиво делать. И даже, знаете, хорошо, что Шахзод уже выучил некоторые районы, богатые районы, где дают хорошие заказы. Так как мы на первый заказ поехали, и Шахзод говорит, давайте обратно сейчас едем в ту точку. Эта точка молодежная, ребят. Ничего, да, если спалим контору? Нормально. Район Молодежный и Щукинская, там почему-то больше заказов. Но сейчас мы на Южнопортовой, точнее Крестьянская застава, неподалеку от него, хотели поехать также Молодежно. Я его попросил, чтобы мы ждали именно здесь, потому что здесь тоже, может быть, будет заказ. Ну, может быть, там больше времени мы потратим, не 30, а 40 минут, но по-любому должны дать нам заказ. Вот. Что скажешь вообще? Стоит ли работать? Вот. Как лучше? Не, у кого есть терпение, он может работать. А что ты имеешь в виду, то, что терпение в Ну, чем?
Заказ В ожидании же- заказа? Да, да, ты же будешь сидеть и Ждать, да? ждать, да. Понятно. А машину взял за 500 тысяч, получается. И за 500, да. Вот вам, ребят, пример того, что если есть у вас хороший друг, если у вас есть брат, родственник, там, не знаю, вот, вы можете просто вместе скидываться, да, к примеру, и взять там, ну, по 200-250 тысяч можете скидываться, купить такую же машину, ну, точнее, газель, или, как это, фургон, да, так называется, вот. И можете работать 50 на 50. Это очень хорошо, ребят, лучше, чем, я думаю, то, что если вам не нравится, да, есть люди, которые, ну, более нервные, им не нравится там вести пассажиров и так далее, в таком случае это лучше, чем такси. Потому что, ну, как в такси, вы хозяин самый, ну, в смысле, к тому, что у вас нету начальника, нету никого. Если хотите, работайте, не хотите, не работаете. У вас не будет пассажиров, чтобы вам там мозги делали и так далее. Ждем. Где заказы? Сухров. Есть начальник, только у меня. Ну, начальник-то у тебя-то понятно, а заказы где? Заказ. Заказы пока Ждем. на дороге. Пока на дороге ждем. Да. Вот. Ждем. Мы доехали до Шухинской. 1,5 часа ждали заказа. Ни одного заказа. Я не знаю, почему сегодня так мало заказов было. И, кстати, пробки были бешеные. Мы думали уже все, пас, на этом расходимся. Только хотели снимать видео и сказать то, что, ребят, на этом заканчивается наша прекрасная рабочая смена. И вот столько мы заработали. И вы не поверите, в этот момент только хотели отключить видео, прилетел нам последний наш заказ. Большой кузов с 2 грузчиками. Мы приехали вот в такой промзона, или как там правильно называется, вагоны и так далее. Вот они, наши герои. Что скажешь? Пушка Повезло же, да? повезло. Ребят, прилетел нам заказ. Мы на улице Живописная до маршала Жукова. Правильно ведь? Да, Вот. Большой кузов с 2 грузчиками. мы даже не ожидали, да? Да, не ожидали, думали, сейчас все уже на этом расходимся. Мы сейчас пока в ожидании, уже скоро начнется платное ожидание. Открыли вот такой вот вагончик. Лайлаков. А где у него голова? Они друг друга... Друзья, вот взяли 3-й заказ, но вместе груза у нас так получилось, то, что заказ хотели отменить, но, как вы видите, я лицо не буду показывать, девушка решила поехать по адресу на «Газели», но она согласилась оплатить 3000 рублей, 5 минут ехать, 10 минут максимум. Ну, грузовой такси, так скажем, даже. Что скажешь? Хорошая концовка. Думаешь? И потом домой, да. На этом заканчивается наша прекрасная рабочая смена Яндекс Доставка Go. И, ребят, в первую очередь хочу поблагодарить нашего брата Шахзада за то, что он согласился, потому что это видео принесет огромную пользу многим нашим братьям, таджикам, узбекам, кыргызам и так далее. В общем, давайте, ребят, вернемся к вопросу, то, что сколько мы заработали. Ну, как вы поняли, в начале ролика я рассказывал то, что нам нужно было выйти утром раньше, чтобы выполнили бы по-любому один заказ. Это как минимум. 7700 рублей, как вы видите на камеру, ребят, это за 3 заказа. Вот. Плюс у нас 2000, то, что мы заработали, И еще 500. и еще 500 рублей. Получается 10 тысяч ровно. Из 10 тысяч мы минусуем. На топливо сколько ушел? Ну, за сегодня 1000 рублей. За сегодня 1000 рублей ушел на топливо. 9 тысяч рублей чистыми. Чисто останется. Такой результат сегодня у нас, ребят. Но помимо этого, как в начале ролика также Шахзад упомянул, можно заработать спокойно 12-15 тысяч. Правильно же? Правильно. Нужно просто научиться сориентироваться по городу, узнать, где бывают заказы и так далее. И плюс к тому, что сегодня мы застряли в большую пробку. Тем более. В будущем, я думаю, то, что мы усвоили хороший урок, также Шахзад, то, что в такие времена не нужно заехать в центр. Да. Он, кстати, меня послушал. Вот. И нужно выехать на работу лучше утром. В 7 часов вы должны быть уже на линии, и я уверен, что, иншаллах, вы по-любому получите хороший заказ. Что скажешь, брат? Пожелание, что-нибудь? И на этом Ну, расходимся. всем посоветую, чтобы остальные тоже... У кого есть желание, чтобы у кого есть поработали, желание, да, тоже? остальные тоже попробовали работать. Ребята, хорошая идея, как я
также еще раз уточню, то, что в начале ролика сказал, если у вас есть идея, если вы хотите работать, у вас чуть деньги не хватает, поделитесь этим со своими друзьями, может кто-нибудь согласится, чтобы вы вдвоем вот купили и работали вот в этом прекрасном Яндекс доставке. Я ненавижу, конечно, Яндекс, но работаем, ребят, давайте будем честнее. Вот, что хочу сказать напоследок, ребят. Подпишитесь, поставьте лайки, не забудьте, самое главное, прокомментируйте. И чей комментарий наберет больше всех, пишите, про что снимать видео. И именно мы это и снимем. Следующий наш ролик будет, ребят, о том, как найти работу в Москве, ребят. И давайте уже, мне нужна ваша поддержка, ребят. Поделитесь со своими друзьями с помощью WhatsApp, Viber, Imo, как сможете. Вот, отправляйте это видео всем друзьям. Наберем, чем больше просмотров, ну, тем лучше. Сейчас не будем сказать конкретно, сколько должен набрать. Сколько наберет, столько наберет, дай Аллах. Джазакаллаху хайран, ахи, за все. Еще раз. Ассаламу алейкум.